Слушай интернет. Радио Тутбай. Ну что ж, мы продолжаем наш информационный день. Итоги спорта мы подводим. Сегодня у нас пара гостей, новых гостей. Белорусский спорт в основном существует на государственной дотации, однако в ряде развитых стран спорт высоких достижений стал настоящим бизнесом. В этом году были обозначены попытки вывести спорт на самоокупаемость. На эту и другие темы мы будем разговаривать с нашими гостями. Это дипломированный спортивный менеджер волейбольного клуба «Металлург» Бела Анна Глазкова и журналист газеты «Пресс-Бол» Сергей Щурко. Здравствуйте. Доброе утро. Насколько комфортно вам в наших креслах сидится? Замечательно. Сегодня мы начинаем разговор о том, что со всеми нашими гостями подводим итоги. Скажите, пожалуйста, для каждого из нас итоги в спорте, для каждого из вас, какие итоги вы считаете наиболее важными в спорте, наиболее интересными итогами 2009 года и наиболее значимыми, может быть? Ну, я думаю, что год был не самый, может быть, удачный для белорусского спорта. Какое-то количество медалей мы не добрали, но есть, скажем, не то чтобы глоток свежего воздуха, но я думаю, что большой плюс, что пришел новый министр. Мы пока не можем сказать, насколько он будет хороший или плохой, но все равно это свежие идеи, это человеку 40 лет, около того, значит, будут какие-то перестановки, потому что, белорусскому спорту, он, как и все общество, давно нуждается в изменениях. Потому что, получается, что спортом руководят те еще люди, которые руководили в 80-х годах, 70-х. Спорт уже настолько изменился, уже настолько здесь другие технологии. То есть мы тоже сидим, здесь лежит ноутбук, потому что те люди, которые сейчас у нас в руководстве, многими, они ж не владеют этими средствами. То есть они дорабатывают до пенсии, они живут еще вчерашним днем, они многих вещей, которые сейчас происходят, не понимают. Поэтому обновление, свежая кровь необходимо. Мне кажется, это главный итог, то, что перестановки в нашем спорте, приход каких-то свежих людей, в частности, сидит Аня, он давно инициирован, он просто необходим. Уже немножко устали мы от засилия родственников, кумовьев, сватьев, пусть открываются у нас клубы, что-то еще, федерация, но это настолько все инертно, медленно ты можешь прийти в федерацию, просто уснуть да. Поэтому наша надежда, как тех же журналистов, спортивных болельщиков, в том, что федерации, клубы, руководство спорта начнет мыслить энергичнее, современнее, быстрее. То есть реформирование какое-то, да, вы ожидаете? Да, мы ожидаем, как и вы, я думаю. Изменения к лучшему. Изменения к лучшему? Конечно. Скажите, пожалуйста, тут у меня к вам вопрос. Насколько перспективно, у вас же огромное количество всяческих было увлечений, да, и спорт это был как профессиональное увлечение, и журналистика телевизионная, да, и спортивный менеджмент сейчас. Приносит ли это сегодня прибыль и удовольствие, и перспективно ли это? На самом деле удовольствие, конечно же, приносит. Перспектива в нашей стране, она, конечно, огромная, но пока не все понимают, что это нужно и для чего нужны вообще менеджеры спортивные. Расскажите, может, тоже не понимают слушатели наши. На самом деле, для того, чтобы клубы могли не просто существовать и вариться в своем котле, да, а выходить на какой-то более-менее правильный и, так скажем, современный уровень. И в клубе должна вестись правильная работа по отношению к прессе, по отношению к болельщикам, по отношению к тем же, даже того же руководству клуба, по отношению к ребятам. То есть тем же самым спортсменам. Сергей, хотите добавить что-то? Да, хочу добавить. Получается, вы знаете, у нас, например, есть информационное поле, да, каждая газета, каждая радиостанция, каждый телеканал, телеканал в меньшей степени относится, борется за свою аудиторию. То есть им нужны подписчики, им нужны читатели. То же самое в спорте. Каждый клуб, каждая федерация, есть поле болельщиков. И если мы с вами работаем, например, в федерации, скажем, софтбола или флорбола, да, какого-нибудь, даже экзотично, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно больше болельщиков. То есть мы боремся с футболом, с хоккеем, с волейболом, мы пытаемся их оттянуть к себе. И здесь должны побеждать сильнейшие. То же самое среди клубов. Я хочу, например, чтобы на матче клуба, автодрезина какая-нибудь ходила как можно больше людей. Мы приходим в этот клуб, и мы думаем над тем, чтобы сюда спонсоры с удовольствием приходили, да, чтобы приходили болельщики, чтобы
нас приглашали на Тутбай, и мы всем рассказывали, какой классный клуб «Автодрезина». А что необходимо для такой раскрутки? Какие условия должны сойтись? Должны быть, во-первых, умные люди. Да? Вы знаете, вот мы беседовали недавно с Сашей Кульчием, да, лучшим футболистом Беларуси. Вот он у нас лауреат этого года. И мы с ним пытались найти тренера хорошего футбольного, который хороший тактик и хороший психолог. Мы очень долго думали, на самом деле. Вы знаете, назвать только одну фамилию. Можем считать это рекламой новогоднего номера призбола. То есть откройте там, прочитайте. Вы понимаете, какой То есть уровень? нет специалистов? Есть специалисты, но настоящих профессионалов очень мало. Почему россияне приглашают Хидинга? Наверное, в России тоже очень мало тренеров. То же самое и здесь. Если приходит один мозговитый человек, который знает, как это все организовать. Потому что в основном люди приходят в клуб, и первая мысль по стенку, а что же, как же мы тут отсюда выкрутим какую-нибудь там, какую-то, это чисто житейская какая-то вещь, она, к сожалению, превалирует. Чего ж тут говорить, я думаю, практически везде. Вот, если приходит человек с мозгами, самое главное, с креативным мышлением, с какой-то харизмой, да, он сам к себе как магнит притягивает людей, понимаете? С ним просто интересно общаться, и клуб «Автодрезина», да, который, не знаю, почему придумал, да, или там «Газмяс» какой-нибудь, да, он начинает нравиться людям, потому что там собрался коллектив, да. Вот, например, приходит Аня Глазкова и какую-то, как сейчас говорят, втирает тему, да, какую-нибудь там банку, не знаю, или кому-то еще. Им приятно, если она будет умной, если она будет красивой. И не придет какой-нибудь... Если она будет лицом клуба таким достойным, глянешь на нее, да, и сразу впечатление сложится. В общем-то, да, понимаете, у Ани Аня может там, как она мне говорила, там в плане какой-то там пиарных вещей можно делать фотосессию, говорит, мою собственную, потому что мы снимали там ребят-волейболистов, очень хорошая сессия получилась. Я первый раз увидел, как можно было, она была просто в нашей газете, эта фотосессия. Я первый раз увидел, то есть мы сами много снимали девушек, спортсменов, те же сейчас баскетболисток, да, там куча народу вообще. И мы первый раз увидели, как можно снять обнаженных спортсменов. Это все почему-то получилось в ее клубе. Наверное, кто-то мог додуматься до этого. То есть элемент пиара вот такой вот. Да, элемент пиара, понимаете. А какие еще могут быть элементы пиара, вот такого, может быть, необычного? Я скажу, если Аня позволит, про ее клуб, она скромный человек сама по себе, да. Значит, Металлург, она пришла туда, да, есть, во-первых, ребята должны понимать, что они не такие, как все. Все играют там в волейбол, да, а какие-то лучше. Нравится нам клуб, там, не знаю, там, как его назвал, уже забыл, как называется, да? Дрезина. Да, Дрезина, да. То есть, значит, эти ребята должны быть самыми лучшими. И Аня, когда приезжала на съемку, она говорит, я видел, как люди раскрывают. Даже не Аня, а с ней ездила еще Лена Ткаченко, тоже гимнастка. Это же психология чистой воды, получается. Да, психология. Это очень большой плюс психологии, когда люди видят, что ты ими интересуешься реально, да, из них каких-то моделей получается. Потом ты думаешь, ребята, все пишут гимны, знаете, гимн — это такая вещь, которую никто не слушает. Кто-нибудь слушает у нас гимн нашей страны перед тем, как лечь спать? Обычно на гимне все выключают. Странно. Хотя должны, по идее, встать, вытянуться и слушать. Гимны у нас не воспринимают. Значит, если у этой команды должен быть гимн, это должна быть песня, которая будет ротироваться по FM-станциям. Наверное. Кто может написать такую песню? Аня сидит, думает, да, то есть, почему я говорю, потому что Аня мне это все рассказывала в интервью, я просто такой человек, балаболка. Аня сидит, думает, находится человек, Женя Чалышев ищет автора стихов, потому что стихи должны брать за душу. Он их находит, это все утверждается, потом Женя пишет музыку. У нас есть хорошая песня, хорошо. А кто у нас еще таланты в этой стране? Может быть, там есть Боско, да, костюмы российские, знаменитые. То есть Чебурашка по всему миру. Я сам был в Турине, видел очередь в магазине. Очень красиво. Мне обидно, что стоят за российским товаром, не за белорусским. И можно примерно понять, как можем мы выстроить людей в очередь. Не Беллегпром, там, не кто-то еще, какие-то специальные люди, креативные. Все ведь из мысли начинается, правильно? Из мысли, да. Приходим с этой мыслью к Ивану Айплатову. В результате получается, что готовим костюм, Анин бренд называется «Парни из стали», да, и костюм тоже «Парни из стали», Man of Steel, то есть он такой, Ваня считает, что надо делать так, потом какие-то эскизы. Работа для Вани, работа для Жени Чалыша, работа для еще кого-то, надо подтащить к себе самых талантливых людей. Если у вас в команде сидит, сейчас 3 талантливых человека, да, если у нас будет сидеть 6, значит эффект у нас будет в 6 раз больше. Это же все элементарно. Но для этого надо располагать определенными качествами, чтобы люди к тебе тянулись. Потому что его оплата, куча заказов, например, да, или там у Чалыша, или еще у кого-то. Но они должны понять, что вау, это круто, это интересно. Пришли люди с горящими глазами, они знают, чего хотят. Интересно, потому что мало людей, которые знают, чего хотят. В основном наши люди такие, ничего не хотят, или хотят чего-то такого непонятного. Прийти поговорить, на которых время просто убиваешь.
Приходят вопросы. Как вы считаете, могут ли клубы самостоятельно зарабатывать деньги, либо они обречены на постоянные дотации из бюджета или крупных предприятий? Вы частично уже как бы ответили, да, вот что вот нужно делать? Ну, вот